Здравствуйте, дорогие ребята! И вновь приветствую вас на уроке русского языка. Начинаем ровно в срок наш любимейший урок. Сядьте поудобней и будьте внимательными. Ребята, у меня для вас загадочка. Загадочка моя в виде такого кластера. Я составила кластер, но ключевое слово я спрятала. Подсказка будет выходить по одной, а вы должны будете угадать ключевое слово. Первая подсказка. Он сильный. Думаем. Вторая подсказка. Может быть теплым. Что же это может быть? Третья подсказка. Он может быть шумным. Догадываетесь? И если вы еще не догадались, тогда послушайте его. Конечно же, это ветер. Посмотрите, как пишется слово «ветер». Запомните написание безударного гласного звука «е». Это словарное слово. Его надо запомнить. А это близкие по значению слова, синонимы к слову ветер. Вихрь, вихрь, ураган. Ребята, а как бы вы перенесли эти три слова? Проверьте, так ли вы перенесли? Ветер, вихрь, ураган. Посмотрите на эту картину. Как вы думаете, что делает мальчик? Есть такое выражение «бросать слова на ветер». Как вы понимаете смысл этого выражения? Что оно означает? Некоторые люди дают обещание, но не выполняют его. Вот и получается, что они обещали зря. Ребята, посмотрите на эти слова. Кто-то, наверное, бросает слова на ветер. Давайте попытаемся собрать эти слова и узнаем, что за обещание было дано. Я буду хорошо учиться. Получилось. Значит, кто-то пообещал и не сдержал слова. Ну а теперь ответьте мне на вопрос. Что мы из этих слов построили? Да, предложение. А значит, тема сегодняшнего урока – предложение как единица речи. Сегодня на уроке мы с вами закрепим знание о предложении, узнаем, какие бывают предложения. А для этого мы с вами сегодня применим стратегию, которая называется ЗХУ. Это значит «знаю», «хочу узнать», «узнал». Мы разберем с вами то, что знаем о предложении, что мы хотим узнать, и, конечно же, подведем итог того, что мы сегодня узнали. Что мы знаем о речи? Мы знаем, что речь нам нужна для общения. Мы сообщаем друг другу что-либо или спрашиваем, а также просим о чем-то, выражаем чувства. Мы знаем, что наша речь состоит из кусочков, которые мы можем назвать предложением. Итак, мы знаем, что предложение – это слово или несколько слов, которые связаны между собой по смыслу и выражают законченную мысль. Например, солнце, читаю, сова. Эти слова не связаны между собой по смыслу, то есть мы не поняли, о чем говорится. Давайте прочитаем следующее предложение. Солнце светит ярко.
Вот теперь мы понимаем, что солнце светит, и светит оно ярко. А еще мы знаем, что речь бывает устная и письменная. Устная – это когда мы говорим и слушаем, а письменная – это когда мы пишем и читаем. В устной речи предложение завершается паузой, а для письменной речи люди придумали специальные знаки препинания. А хотите узнать, какие бывают виды предложений? Так давайте же разберемся. А для этого слушайте меня внимательно. Ребята, когда люди общаются, они преследуют разные цели. Рассказывают, сообщают, спрашивают или побуждают к действию, то есть просят о чем-либо. Если в предложении спокойно сообщается о чем-либо, например, ученики идут в школу, то это повествовательное предложение. В конце ставится точка. Если предложение содержит вопрос, птичка летит, о чем-либо спрашивается, то это вопросительное предложение. И в конце этого предложения ставится вопросительный знак. Если же предложение побуждает к какому-либо действию, просит о чем-то, пойдем кататься, то это предложение называется побудительным, и в конце ставится точка. Вы спросите, а когда мы будем ставить восклицательный знак? Сейчас я вам объясню. Ребята, предложение мы можем определить и по интонации. В устной речи наш голос помогает передавать чувства. Голос может усиливаться, ослабевать или подниматься. Это интонация. По интонации мы можем различить, восклицательное это предложение или не восклицательное. Восклицательное предложение произносится с особым чувством. Любое предложение, сказанное с особым чувством, становится восклицательным. И в конце ставится восклицательный знак. Рассмотрим два предложения. Мы идем в школу. В данном случае мы просто сообщили, что идем в школу. А теперь послушайте это же предложение, произнесенное с особым чувством. Мы идем в школу. В таком случае по интонации понятно, что это вопросительное. И так как вопрос прозвучал с особым чувством, то это и восклицательное предложение. Сначала ставим вопросительный знак, потом восклицательный знак. Ребята, послушайте отрывок из сказки Корнея Ивановича Чуковского «Добрый доктор Айболит» и попробуйте определить по интонации, какие это предложения. Подумайте, какие знаки препинания вы бы поставили. Ну а в конце проверим ваши предположения. Прочитайте данные предложения. Определите, какое это предложение, и соотнесите их. Асель, закрой окно. Верно, ребята. Мы попросили Асель закрыть окно. Значит, побудили к действию. Это побудительное предложение. Следующее предложение. У тебя есть кошка? Конечно. Это вопросительное предложение, потому что мы задали вопрос. И в конце предложения стоит вопросительный знак. Сегодня хорошая погода. Это предложение? Да,
это повествовательное предложение. И последнее предложение. Ах, какая интересная книга! Молодцы! Это восклицательное предложение, потому что мы произнесли это предложение с восторгом, с особым чувством. Давайте подведем итоги того, что мы узнали на уроке. Итак, мы узнали, что предложение мы можем определить по цели высказывания и по интонации. По цели высказывания предложения бывают повествовательные, вопросительные и побудительные. А по интонации предложение может быть восклицательным и невосклицательным. Ребята, мы сейчас будем забираться по лестнице. Это лесенка успеха. Каждый оценит свою работу и решит, на какой ступеньке ему быть. Если вы сегодня на уроке ничего не поняли, вы остаетесь на этой ступеньке. Если вы многое поняли, но остались еще вопросы, то вы остаетесь на этой ступеньке. А если вы все поняли, то забирайтесь на самую высокую ступеньку. Вот и подошел наш урок к концу. Спасибо за внимание и до новых встреч!